В 6:45 утра трудяга Омик возвращается из Печищ. Рейс особенный. Он ставит точку в пассажирской навигации в 2020-м. В этом году из речного порта было организовано 4 маршрута. До Садовой с заходом в Студенец, до села Печищи через Верхний Услон. Еще до поселка Кзыл, Байрак и Свияжска. Также курсировали скоростные рейсы до Болгара и Тетюш. Работали 15 теплоходов. На этом пароходе 3 года. Сезон сегодня закрывает Игорь Токранов, отработавший на флоте почти 40 лет. Капитан знает Волгу как свои 5 пальцев. Очередным трудовым сезоном доволен. Погода нормальная, условия неплохие, вода была. Так что работать можно. В этом году на навигацию повлияла пандемия. Сезон 2020 прошел без экскурсий. Из-за коронавируса не досчитались и пассажиров. Их на 20% меньше, чем годом ранее. За все время навигации речной транспорт выбрали 240 тысяч человек. В прошлом году у нас было около 300. Но я думаю, что это все-таки связано с экскурсионными прогулками. И все-таки люди немножечко побаиваются выходить. Но те, кто не боится, в масочках у нас при входе в здание вокзала есть масочный режим. О том, что речные рейсы востребованы, говорят и сами пассажиры. На рейсе закрытия их сегодня всего 2. У нас больше транспорта нету. Вот кончается, теперь на перекладных приходится ехать. Или до парома вызывать такси. Очень нужен, особенно жители Верхнего Услона. В следующем году речные маршруты не только продолжат, но и будут развивать. Планируется открытие ежедневных рейсов Казань-Тенишево. Пассажирская навигация завершена, теплоходы пришвартованы. Здесь они пробудут до следующей весны. Именно тогда вся техника пройдет ремонт уже перед следующей навигацией. Обычно она стартует в начале мая. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.